Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. Эта лекция кандидата философских наук Надира Бекирова расскажет об эпохе XII по XV веков, когда побережье полуострова стало ареной соперничества двух могущественных морских республик – Венеции и Генуи. Вы узнаете, как появление венецианцев и генуэзцев повлияло на торговлю, культуру и развитие региона, а также узнаете, какое блюдо связывает крымско-татарскую и итальянскую кухни. Невозможно рассматривать историю культуры в Крыму, историю народов в Крыму, этносов в Крыму, не поговорив о венецианцах и генуэзцах. Они появляются в Крыму в XII-XIV веках, в XV веках, проживают тут несколько столетий, но это, скорее всего, не одни и те же люди, а менявшиеся, так сказать, приезжавшие и уезжавшие. Первыми появляются венецианцы, причем это логично, потому что Венеция в XII веке, она была частью Румейской империи, ну, то, что называют Византией, о чем я уже говорил, неправильным названием. Венецианцы были привязаны к Византии, они были активными торговцами, имели преимущество с подачи Византийской или Восточной Римской империи. И в том числе они основывали колонии для торговли в тех местах, где уже Румейская империя имела опорные пункты, включая Крым. Сами они, в то время это были два разные народа, венецианцы и генуэзцы, народы, сложившиеся в Северной Италии после падения Римской империи и захвата и раздела полуострова победившими варварами, образовавшими свои королевства, герцогства, княжества и тому подобное. У них, по всей вероятности, было немало вестготской крови, не исключено, что и остготской тоже, потому что вестготы и остготы доходили до Италии, там на протяжении нескольких веков и десятилетий, принимали участие в различного рода войнах, вторжениях, с другими германцами воевали, там с местными воевали, с римлянами, с румеями воевали, потом где-то оседали там и так далее. И не исключено, что кто-то из их предков за 600 лет до их появления в Крыму, то есть появления в Крыму венецианцев и генуэзцев, уже видел крымское побережье. Однако это было уже прочно забыто. Говорили они на романском языке, возникшем на базе смешения латыни и германских языков варваров. Выглядели как типичные средиземноморцы, впитав в себя кровь женщин-римлянок, были католиками, при этом еще заметно отличались друг от друга и не считали себя одним народом. Италия объединилась гораздо позже. У них было общее занятие – морская торговля. Подтолкнул их к стремлению обосноваться в Крыму торговый перекресток Великого Шелкового пути и из варяг в греки. Венецианцы были первыми, они договорились с византийскими императорами и довольно хорошо освоились на побережье. Однако они сделали серьезную политическую ошибку. Они поддержали крестоносцев, вероломством взявших Константинополь в 1204 году. После изгнания крестоносцев и восстановления власти византийских императоров возможность их прохода по Босфору прекратилась. Этим воспользовались генуэзцы, получившие торговые привилегии от императора, и после нескольких стычек с венецианцами, утвердившихся на южном побережье Крыма и некоторых пунктах Азовского моря. Надо сказать, что и венецианцы, особенно генуэзцы, первое время вели себя в своих колониях очень дерзко, захватывали рабов среди местного населения, земли под поместья в окрестностях своих городов, без колебаний вступали в войны, защищая свои интересы, в том числе от таких могущественных противников, как Золотая Орда. Этому способствовало и некоторое ослабление народов, живших в тот период в Крыму и около него. Хазары только что пережили разгром со стороны Киевской Руси и не могли восстановиться. Печенеги и половцы были заняты войной между собой, а потом с татарским нашествием. Татары также еще не вполне утвердили и организовали свою власть в Крыму, бывшему окраиной Золотой Орды. Ханов гораздо больше занимали
событий в степях, на Кавказе, Центральной Азии, чем на отдаленном побережье. При этом все были заинтересованы в поддержании морской торговли и функционировании Великого Шелкового пути. Поэтому никто не ставил задачей снести генуэзцев в принципе. Пользуясь ситуацией, генуэзцы не просто основали свои фактории, а добились согласия золотоордынских ханов на передачу под их контроль всего южного берега от Кафы до Херсонеса. Представляется, что он их интересовал не столько как земля, потому что я уже объяснял, что Крым, несмотря на очень приятный климат и красивый ландшафт, он не очень большие возможности для промышленного земледелия представляет. Сколько как возможность предотвратить создание альтернативных торговых портов в Крыму. Это показала Генуэзско-феодалитская война XV века. В преданиях караимов сохранились сведения о неудачной попытке генуэзцев взять штурмом Джуфт-Кале, расположенный достаточно далеко от их постоянных владений. В источниках есть упоминания о генуэзских поселениях и поместьях под Судаком. Но в целом, по оценкам исследователей, общее количество генуэзцев в Крыму обычно не превышало 1000 человек. Это была администрация, торговцы, священнослужители, стражи, моряки. Огромное большинство населения состояло из тех этносов под владением генуэзцев, которые к этому времени уже жили в Крыму, включая татар, трансформировавшихся из кыпчаков и других тюрков. Задача генуэзцев была не заселить Крым, хотя, разумеется, объективно генуэзские общины основывались в некоторых местах Крыма. Далеко не все после десятилетий налаженной жизни в Крыму готовы были ехать на свою родную землю, назад в Италию или в Геную, где они были уже почти чужестранцами. Но все же, в первую очередь, получать выгоду от торговли и сбора налогов. Поэтому в капитанстве Готия, а так они называли свои владения, их подданными оказались и готы, и хазары, и румеи, и тюрки, татары, и армяне, и все, кто проживал на этой территории. Генуэзцы поддерживали свою власть деньгами, налогами, которые они платили сначала золотоордынским правителям, потом крымским ханам, и оружием. Они создали цепь укрепленных пунктов по всему берегу. При наличии у них мушкетов это было достаточной защитой против, условно говоря, гражданского населения или восстаний. Пушки позволяли защищаться и от татар. Генуэзцы широко использовали свою государственную символику для обозначения своего присутствия и прав в Крыму. Однако в конечном счете вынуждены были признать суверенитет Золотой Орды и позже Крымского ханства и использовать их символы наряду со своими. Глава генуэзской администрации назывался консулом. Он назначался генуэзским правительством на 1 год и мог быть переназначен. Интересна была процедура его отставки. Она свидетельствовала о высочайшей доходности и огромных коррупционных возможностях этой должности. После окончания срока Генуэзский суд рассматривал отчет консула, в котором он должен был доказать, что не воровал и не использовал свое служебное положение в личных интересах. Никакой презумпции невиновности. Если суд оправдывал консула, то он сохранял свободу. При венецианцах и генуэзцах в Крыму вновь развилась работорговля. Вероятнее всего, она никогда не прекращалась. Захватить кого-то в плен и обратить в рабство или продать было общемировой практикой. Сам Чингисхан не избежал этой участи в молодости. Побывал рабом в Китае. Однако при налаженной морской транспортировке рабы оказались высокодоходным товаром. Цена продажи раба в Константинополе превосходила цену покупки в Крыму в 10 раз. В силу навязанных стереотипов считают, что в Крыму торговали исключительно или почти только славянскими пленниками. Долгое время это было не так. Степные войны и междоусобицы, набеги и походы одних на других приносили победившие хотя бы временно в стороне захваченных в плен. По рассмотренным выше причинам рабство в Крыму экономически не было выгодно, однако и убивать пленников, как делали в свое время тавры, не было необходимости. Все Средиземноморье, от Ближнего Востока до Испании,
Несмотря на все религиозные, этнические и культурные различия, охотно и массово скупала рабов. В течение XI-XIII веков наибольший урон понесли печенеги и половцы, которые их продавали в ближневосточные государства, где их превращали в профессиональных рабов-воинов. Дошло до того, что вся армия Египта состояла из закабаленных половцев, так называемых мамлюков. Корпус мамлюков настолько разросся, что через некоторое время захватил власть в Египте. Прежняя арабская династия египетских султанов прервалась. Новые, включая знаменитого Бейбарса, были выходцы из мамлюков. В этом объяснение того, почему он на свои средства построил мечеть в Крыму. Мечеть Бейбарса в Крыму, в городе Крым, сейчас Старый Крым. До того, как золотоордынские ханы заставили генуэзцев признать их власть, они спокойно торговали и татарами. Кстати говоря, татарские рабы высоко ценились на Западе. Их считали очень выносливыми и преданными хозяинами людьми. Может выглядеть невероятным, но эпоха Возрождения, начавшаяся в Италии и распространившаяся на всю Европу, породила новый всплеск спроса на рабов. Их преимущественно использовали в домашнем хозяйстве как прислугу и охранников. Но нехватка рабочих рук после чумы поощряла этот спрос. До 15-16 веков славянские поселения в Восточной Европе были еще достаточно далеко от Крыма, чтобы быть удобным объектом для регулярных набегов, да и значительная часть славянских земель вошла как раз на этот период в состав Золотой Орды, что так или иначе делало их подданными золотоордынских ханов и не позволяло обращаться с пленными как с чужестранцами. Что же дало Крыму венецианско-генуэзское присутствие в культурном плане? Они были католиками, в связи с чем оживилась деятельность католического духовенства и миссий. Мечеть, построенная сельджуками в Судаке, об этом я расскажу позже, была превращена в католический храм. Нельзя сказать, что католичество утвердилось в Крыму, но это добавляло конфессионального разнообразия и общей веротерпимости. Кодекс Куманикус был создан именно в этот период. Переселение генуэзцев, пусть и немногочисленное на постоянное жительство, также прибавило антропологического и языкового разнообразия, особенно в некоторых районах Крыма. Преимущественно это было побережье, район Судака и Ялты. Есть упоминание о том, что значительно позже, после разгрома генуэзских колоний, несколько сот семей с разрешения крымского хана переселились под Бахчисарай сначала туда, где расположено село Кучук-Сирень, сейчас его называют Белокаменка, а позже они основали Фати-Сала, это глубинка в Бахчисарайском районе. Генуэзцы не только вывозили, но и привозили товары в Крым, в том числе западноевропейские. Получалось, что жители полуострова знакомились с достижениями европейских и ближневосточных ремесленников, иногда даже раньше, чем некоторые восточноевропейские страны. Однако процесс был обоюдным. Приведем интересный пример. Знаменитые всему миру итальянские спагетти, макароны, и шире паста, то есть мучные изделия, имеют непростую историю. Еще в эпоху Леонардо да Винчи самым массовым итальянским блюдом была так называемая полента – каша из измельченных каштанов, гороха, гречихи, проса. В настоящее время она готовится почти исключительно из кукурузы, но это уже поздняя история, после открытия Америки генуэзцем Христофором Колумбом. Однако после основания генуэзских колоний в Крыму взрывообразным образом в морских и торговых республиках Венеции, Генуи, Пизе и Амальфи распространяется новое блюдо – макароны, ставшие в своих разновидностях визитной карточкой итальянской кухни. Специалисты связывают их появление с необходимостью найти некий почти готовый к употреблению, калорийный и поддающийся долгому хранению, не портящийся продукт, который можно использовать в длительных морских переходах. В отличие от распространенного у нас мнения, что спагетти – это длинные тонкие макароны, в самой итальянской кухне так называют длинную плоскую лапшу, которую заправляют различными соусами и добавками – мясо, рыба, морепродукты, овощи, зелень, и тому подобное. Пожалуй, из современных национальных блюд на него больше всего похож лагман. Да и вообще, представить,
как до появления машинных технологий можно изготовить длинную, тонкую, полую внутри трубочку из теста, а потом в таком виде высушить и сохранить, очень трудно. Смысл слова «макароны» ищут в разных языках. Одна из версий означает, что слово «мачерони» получено из сицилийского диалекта. «Маччаруни» означает «обработанное тесто». От итальянского «мачари», что означает «мять, месить». Вполне возможно, но замесы теста в Сицилии начались наверняка не с макарон. Другая версия говорит, что макароны происходят от греческого слова «макария», что означает «кушание из ячменной муки». Тоже возможно, но изготовить из ячменной муки что-то похожее на макароны сложно из-за отсутствия достаточного количества клейковины в ячмене. Каша или лепешка – другое дело. Третье, что макароны на венецианском диалекте означают «выдолбленные». Возможно, и это. Однако представьте себе процесс изготовления макаронов таким образом. И самое главное, почему-то ничего такого не появляется до прихода венецианцев и генуэзцев в Крым. Хотя традиция выращивания пшеницы, из которой только и возможно изготовить полноценные макароны, куда древнее, чем их появление в Крыму. Нужно обратить внимание, что в самой Италии термин «мачерони» относится только к коротким трубчатым изделиям. Остальных разновидностей и называются по-другому, не «мачерони». Однако в крымско-татарской кухне веками существуют блюда, классическое приготовление которого заключается в свертывании вручную из полосок пшеничного теста рулетиков, которые отваривают, поливают топленым маслом и посыпают дробленым грецким орехом. Иногда посыпают сахаром или поливают медом. И называется это блюдо макарне или макарна, в зависимости от диалекта. Это блюдо известно и готовится веками до того, как первые заводские макароны появились в магазинах. С названием никаких проблем. Макара – это катушка. Можно ли точнее описать это блюдо? Скажем, другая разновидность итальянской пасты – фарфале, что означает «бабочки». Это абсолютно соответствует внешнему виду и вкусу крымско-татарской салмы и подается примерно таким же образом. Думается, что были и другие культурные феномены. А вход этого в Италию через Венецию или Геную абсолютно понятен и объясним. Это всего лишь иллюстрация того, как подобные вещи происходили в действительности. С высокой степенью вероятности можно предположить, что генуэзское влияние могло сказаться на архитектуре, быте, одежде, кухне, музыке жителей Крыма той поры, особенно южнобережных. В чем можно быть уверенным, это виноградарство и виноделие, традиции которого идут в Крыму еще со времен эллинов. Итальянцы ценили вино и умели его делать. Не случайно Судак и его окрестности в современном Крыму остались последним местом, где выращиваются аборигенные сорта винограда. В настоящее время их около 100, по источникам их еще 200 лет назад было около 300. Влияние генуэзцев на облик и поведение крымских татар отмечали многие наблюдатели и путешественники XIX-XX веков. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете об истоках названия печенегов, их союзе племен, взаимоотношениях с киевскими князьями и самоназвании Канлы или Кангар. Мы также обсудим язык и религию печенегов, их столкновение с половцами и возможную связь с современными гагаузами.